Приветствую всех телезрителей канала Якутия-24. В одном из прошлых выпусков мы с вами познакомились с очень красивыми интерьерными картинами, которые делает Вероника Прохорова. Вероника сейчас вот рядом со мной, да, мы в прошлом выпуске рисовали горы, обратите внимание, да, вот рядом стоит картина, конечно, не то, что мы рисовали, да, но что-то похожее, да, у нас получилось, вышло. Работы делаются, да, давайте напомним, из гипса, да? Текстурной пасты. Текстурная паста, акриловые краски, да, и покрывается все это сверху, и поталь. Но сегодня мы будем делать тоже такую картину, пион. Тоже очень красивая, да. Я принесла с собой шаблон, это тоже объемная техника. И я покрыла ее поталью. Сейчас мы будем закрашивать наши листья и заливать эпоксидной смолой. Так, листья мы закрашиваем краской, да? Да, краской, акриловой краской. Будет серебристый. А вот это уже будет заливаться, да? Да. Эпоксидкой. Так. Листья у нас серебристые, да? Серебристые, чтобы вот подходило к нашей потали. Ага. Так. Начинаем просто от середины, вот так. Вот листья. От середины, да? И вот краям можно чуть светлее сделать. Такой контраст получился. Ну, может, кто не знает, да, не знаком, Вероника уже рассказывала нам, что она долгое время, да, проработала в сфере экономики, да, экономистом. И тут буквально недавно, да, решила заняться творчеством. Вот часто на мастер-классы чаще всего приходят это молодые девушки, юные или уже женщины там. Ну, разные семейные. возрасты приходят. Потому что творчество нужно всем, мне кажется. Это очень расслабляет. И это как медитация получается, да? И поэтому всем нравится что-то делать своими руками. А именно вот картины, они же потом украсят свой дом этой картиной. Поэтому это очень классно, мне кажется. Молодые люди посещают мастер-классы ваши? Ну, пока еще не было. А так можно даже прийти парами на День Святого Валентина, например, да? Да, кстати, классная идея, да? И сделать какую-нибудь картину. Совместную? Совместную, да. Почему бы нет, да? Так, на 8 марта вот такой вот пипион можно сделать. Да, очень символично. Практически каждую нашу программу наши героини, да, рассказывают, что они, ну вот многие из них ушли из какой-то основной работы, да, основной сферы деятельности, серьезной сферы деятельности и посвятили себя творчеству. Да, конечно, очень много таких случаев случалось во время пандемии, да, так что можно сказать спасибо пандемии, что подарила нам много хороших, талантливых мастеров, да, художников, творческих людей. Вот вы не пожалели ни разу, что ушли, не скучаете ли по своей прежней работе? Бывает такое? Я уволилась недавно, получается, в декабре прошлого года. И пока не жалею, потому что это занятие мне очень нравится. Прям вдохновляюсь и наполняюсь энергией. А так вот, когда в офисе работала, мне вот именно рамки вот эти временные мне не нравились. С 8, с 9 до 6, да? Каждый день. Потому что жизнь одна же, нужно слушать свое сердце и заниматься тем, что тебе нравится.
чему тянешься, да? Мгм. А так, может быть, кто-то сейчас посмотрит и подумает, ой, как здорово, да, поступила Вероника, может быть, и мне так сделать. Ну, мы чаще всего боимся, да, сначала сделать какой-то первый шаг, то есть нужно все равно обдумать, да, для начала сопоставить все точки за и против. Вы бы что посоветовали вот первым делом подумать о чем? Первым делом, Чтобы не бояться, да? чтобы не бояться. Первым делом, чтобы не бояться, нужно хорошенько сначала подумать. Вообще, это твое ли? Мгм. Подходит ли этот, например, Тебе, да? Да, тебе. И Постепенно, наверное, да? Можно Да, как-то можно уже и сразу попробовать, да? попробовать нужно Сначала сначала, параллельно, да? Ага. я же во время декрета этим начала заниматься. Вот. То есть было время, Было которое время, можно было ага. посвятить, да? Так, все, пока. Мгм. Так у нас примерно получилось. Можно показать, наверное, да? Как это все выглядит. Сейчас мы будем работать с эпоксидной смолой. Для этого нам нужно маски одеть. Ну, вообще нужно вот такие большие респираторы одевать, потому что у нас небольшой объем смолы, мы будем такие обычные маски одевать. Замешиваем 1 к 2, 2 к 1 получается, да? 2 смолы и 1 пропорция отвердителя. То есть если я 60, тогда 30 отвердителя должно быть, да? Так, 80 делаем. Ровно нужно, чтобы смола застыла хорошенько. Пропорции нужно соблюдать обязательно. Мгм. Так, и 40. Хорошенько замешиваем, чтобы стало однородное тоже, да? Два компонента должны вот слиться. Где-то в течение минуты замешиваем. Так. Так, и капельку вот этой краски, нашей краски, которую мы использовали для вот этой. А, мы сразу сюда, да? или? Да. Ага. Ну, можно использовать пигменты, но специальные. Ну, можно и вот эти акриловые краски обычные. Чуть-чуть оттенок То есть вот такой чуть-чуть, розовый. да, розоватая, да, Да. как бы? Ага. Можно на камеру показать, так наклонить? Так вот. Чуть-чуть такой нежно-розовый цвет получился у нас. Все, начинаем вот так Ой, заливать. нет, давайте вы очки, я боюсь. Ага. Просто вот так. Вы будете эти камни. Ага. Всё. Смолу. Так, и распространяем вот на все эти, Да. да, наши. У нас вот это объем именно вот помогает, чтобы смола не вытекала Да-да-да. за пределы. Вероника, вы рассказывали, что вдохновляетесь Pinterest'ом, да? Как и многие, да, люди творческие. А помимо этого, вот сами продумываете, как будет выглядеть картина, или, может быть, она рождается вообще в процессе, да? Вот тот же слон, Да. если взять, да? Вот, например, дерево. Я там такую одну фишку придумала. Добавила вот в смолу фосфорный пигмент. И поэтому в темноте вот эта картина, она светится. Очень красиво. Очень смотрится. красиво, Ага. да? Ага. А светится само дерево или вот фон? Именно вот крона дерева, вот эта крона. Ну, красота какая. Ага. Ну, в процессе тоже вдохновляюсь, идеи приходят. Ага. То есть итогового какого-то изначально вы не видите результата, Да. да? Ну, примерно только могу увидеть. Ага. Референс. Всегда ли вы довольны своими работами? Или бывает такое? Ну, бывает что-то такое, да. тут там
надо было сделать так, где-то что-то не доделано. Работа, которыми я довольна, я не принесла с собой. Логично, да? Все равно бывают такие случаи. Ага. А самая сложная картина на вашем опыте? Самая такая, может быть, кропотливая? Кропотливая, например, вот этот пион, там вот зеркала использованы, видите, да? Эти зеркала я все вручную сама вырезаю стеклорезом, а потом края обрабатываю в шлифовальной машинке. Ничего себе. Поэтому это такой долгий процесс. Ну и дерево тоже, вот каждый листочек по отдельности покрыт по талии, там тоже такая долгая и кропотливая работа. Так. А вот в планах есть сделать какую-нибудь картину мечты? Что вот сейчас? Да, в планах цель? сейчас я хочу сделать картину именно в якутском стиле. Ага. То есть в якутском стиле еще не делали, да? Нет, еще. У меня уже есть эскиз. Хочу вот Ал-Лукмас сделать. Ух ты! Ага. Ну, посмотрим, что получится. Тоже с элементами зеркал там хочу сделать. И с эпоксидной смолой. Ну, вы говорили, что вы многодетная мама, да? Ага. Как-то, может быть, дети у вас, может, принимают участие? В чем-то помогают? У меня Насколько старшей творческие? дочке 14 лет. Она вообще сама очень творческий человек. И вот когда я вот эти листочки делала, она вот помогала. Она лучше меня рисует. Да? Очень творческая девочка растет. Старшему сыну 10 лет, идет 4 класс, и вот младшенькому 3 года. Только недавно пошел в садик. Вы пока можете вот эти камушки, Как это розовый делаете? кварц, просто можно вот местами засыпать. Так, да? Ага. Можно кучкой. Ага. Типа такого, да? Пойдет, да? Идет, ага. Ну, эпоксидная смола у нас в среднем сколько? Ночь должна, да? Да, По-моему, пролежать. Тут небольшой слой, может, быстрее застынет. Так, вот эти большие картины, они иногда по 2 суток сохнут. Ну, смолы тоже разные бывают же. Зависит, да? Некоторые 1 к 3 там пропорции тоже были у меня. Потом, какая судьба у этой картины? Куда? Подарок можно кому-нибудь. Ну, так использовать будут для мастер-классов, как наглядный пример. показатель, Как референс. Ну, я думаю, у Вероники вообще не возникает мысли, что подарить кому-то на день рождения, на юбилей, на новоселье. Да, Отличный, новоселье по-моему, отличный подарок. Наверное, у всех ваших друзей уже по вашей работе, да? Ну, у всех моих подруг точно есть горы, потому что они все приходили на мой мастер-класс. У некоторых даже по 2 картины. Вот змея тоже делали. Символ года, да? А это уже Новый год, да, наверное, делали? Новогодний. Перед Новым годом делали. А как придумываете, что нарисовать? Что... На мастер-классы? Да, какую работу
сделать? Это вот как-то по запросам, может быть, по желанию будущих ваших Ага. Ну, учеников? первый мастер-класс, я, как говорила, уже вдохновилась вот горами, да? Мгм. А вот пион пришел мне, пришла идея, потому что девочки сами хотели создать цветы, они уже неоднократно меня просили. А также у меня сейчас есть запрос на дерево. Многие хотят дерево себе в дом, но своими руками хотят сделать. И в будущем, наверное, скоро сделаю такой мастер-класс именно по дереву. Тоже с эпоксидной смолой и камнями. А в среднем сколько примерно длится мастер-класс? Ой, долго. Около 4 часов. 3-4 часа. Примерно. Но время очень быстро. Да, ну и это того незаметно. стоит, да? Да, это наверное? того стоит. Когда наслаждаешься процессом, все равно очень быстро проходит время. Ну и в процессе, наверное, вы все равно общаетесь, знакомитесь, Да, ага. да? Это люди из разных сфер. Да, из разных сфер. Потому что творчество все равно всем нужно. Они отдыхают в процессе. Ну а чаще всего с какой целью приходят на мастер-классы? Все-таки расслабиться, порелаксировать или вот конкретно Картину мне сделать. нужно, да? Ага. Ага. Ну, разные цели у людей, потому что все люди разные. Некоторые именно вот за картиной идут. Я хочу такую картину, я сделаю, да, типа. Некоторые именно чтобы отдохнуть. Им не важна какая картина, да? Просто чтобы отдохнуть, насладиться творчеством. Приходят даже подружки, и просто как хотят встретиться и разнообразить. Просто вот в кафе не хотят уже сидеть, да, в странах, а именно вот такой мастер-класс делают. На дому тоже несколько раз делала. Тоже очень уютно проходят такие вечера. Можно ли посетить такой мастер-класс детям? Кстати, можно, ага. Подросткам, скорее всего. Вот. Чуть постарше, Ага, да? чуть постарше. И даже вот мама с дочкой можно такой тематический сделать, да? Мастер-класс. Вот так младшим детям вот с эпоксидной пока рано работать. Ну, можно просто текстурную картину какую-нибудь сделать по их желанию. Так, ну мы полностью, да, залили Залили. эпоксидной смолой наши цветы. И сюда зальем вот, и насыпем стеклянную крошку, Которые Она- прямо ага. блестят, да? Она будет очень красиво смотреться именно вот. И вот горный наш, это розовый кварц, местами тоже зальем. Сыпем. Как-то прям и не жалею, да? Надо побольше. Это все, мне кажется, достаточно. Очень красиво, конечно. Ага. Поднять, показать мы не можем, но я думаю, сможем отснять, да, сверху, какая красота у нас получилась. Вообще, Вероника, да, ну прежде чем попрощаться с вами, да, до следующей встречи, вообще, почему вот интерьерные картины, почему вот вызвало у вас это интерес, да, в первую очередь? Ну, мне кажется, интерьерные картины – это такой завершающий или, можно сказать, ключевой элемент декора, который способен оживить любое пространство, придать стиль, а также выразить индивидуальность хозяев дома. Вот и поэтому я решилась на это. Решились, не пожалели. Нет. Да, не стоим на месте, дальше, да, развиваемся, учимся новому. Ну, Вероника, вам хотелось бы сказать огромное спасибо, что впервые, да, снялись вообще на телевидении, как призналась Вероника, перед съемками. Очень была рада с вами познакомиться. Конечно же, вам желаю вдохновения творческого, чтобы вы всегда
не стояли на месте, да, развивались, реализовали свои мечты. Мы ждем картину вашу «Алукмаз». Очень хочется посмотреть на нее. Вот как только будет готова, вы нас, пожалуйста, пригласите. Хорошо. И как можно больше, чтобы людей узнавало об этой технике, приходило к вам на мастер-классы, ну и чтобы ваши работы всегда радовали глаз как можно больше якутян в их квартирах и домах. Да? Не бойтесь пробовать что-то новое и творите. Девиз нашей программы. Увидимся в следующих эфирах программы, мы вам покажем.